Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутии задержан подозреваемый в изнасиловании 6-летней девочки. По данным следствия, вечером 18 декабря текущего года в доме, расположенном в одном из населенных пунктов Сунтарского района, 34-летний подозреваемый распивал спиртные напитки с отцом девочки. В ходе распития между мужчинами произошла ссора, и гость избил хозяина жилища. 6-летняя дочь хозяина попыталась вступиться за отца, однако подозреваемый воспользовался тем, что он потерял сознание и отсутствием дома других взрослых. Используя беспомощное состояние девочки, он совершил ее изнасилование, после чего скрылся. Вернувшаяся с работы мать ребенка обнаружила признаки преступления на теле дочери и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в своем доме и доставлен к следователю. На допросе подозреваемый отверг факт изнасилования ребенка, сообщив лишь о совершении действия сексуального характера. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время следователям готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на время производства предварительного расследования. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся реабилитационные мероприятия, призванные минимизировать последствия совершенного в отношении него преступления. Следователи также установили, что семья пострадавшей девочки относится к категории неблагополучных, характеризуется отрицательно. Родители ребенка злоупотребляют спиртными напитками и состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел. В ходе расследования уголовного дела следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, обязанных осуществлять защиту прав детей. Расследование продолжается. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков задержана 29-летняя участница организованной группы. ОПГ специализировалась на сбытии синтетических наркотиков на территории республики. Женщина занималась расфасовкой и учетом наркотических средств, а также ею на территории Якутска оборудовались тайники с закладками для передачи розничным торговцам. Из обнаруженного тайника и по месту жительства задержанной изъято около 1 килограмма синтетического наркотика, стоимость которого составляет порядка 5 миллионов рублей. Возбуждено дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Подозреваемая переехала в следственный изолятор. В столице республики ранее судимый 30-летний мужчина подозревается в краже планшета из торгового зала. С заявлением обратился управляющий магазина компьютерной техники и сказал, что с витрины магазина похищен планшет стоимостью более 24 тысяч рублей. Неизвестный совершил преступление, повредив антикражный трос. Сотрудники уголовного розыска установили и опросили возможных очевидцев. И установили ранее судимого 30-летнего уроженца Верхневилюйского района. Мужчина сознался в содеянном и пояснил стражам порядка, что у него не было денег на приобретение алкоголя. Поэтому он решил совершить хищение. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Якутске водитель сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. 17 декабря в 19 часов 6 минут в дежурную часть госавтоинспекции города Якутска поступила информация о том, что на улице Автодорожная возле дома номер 2А города Якутска иномарка сбила ребенка. Незамедлительно на место наезда был направлен наряд дорожно-патрульной службы. И предварительно установлено, что 29-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Premio, следуя по улице Автодорожная в сторону улицы Чернышевского на регулируемом пешеходном переходе возле дома номер 2А по улице Автодорожная совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 9 лет, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате наезда девочка получила травмы: ушиб мягких тканей затылочной области и ушиб мягких тканей в области тазобедренного сустава. Назначено амбулаторное лечение. Из объяснения водителя следует, что когда он следовал по улице Автодорожная со скоростью примерно 40 км в час на мигающий зеленый сигнал светофора, с правой стороны дороги на пешеходный переход резко выбежала девочка. Во избежание наезда свернул налево и нажал на тормоз. Но из-за скользкой дороги машина сразу не остановилась, и наезда ему не удалось избежать. Госавтоинспекция города Якутска очередной раз обращается к автолюбителям о том, что ребенок может появиться на проезжей части неожиданно. Приближаясь к пешеходному переходу, остановке общественного транспорта, детским учреждениям,
развлекательным комплексам или местам массового скопления детей. Не забывайте сбавлять скорость. А если в поле вашего зрения оказался ребенок, предупредите его о своем приближении светом фар, звуковым сигналом и сделайте себя заметным для юного пешехода. К международной повестке крестьяне на юге Индии подсчитывают убытки после удара циклона Питай. В пострадавших районах почти полностью уничтожен урожай риса, рассказывает Сергей Берет. Циклон Питай обрушился на восточное побережье Индии в понедельник. Он нарушил нормальное течение жизни в штате Андхра-Прадеш. Ураганный ветер и ливни опустошили заливные поля, на которых местные крестьяне выращивают рис. Урожай практически погиб. По данным властей штата, пострадали более 2000 гектаров сельскохозяйственных земель. Налла Чандра – один из 5500 фермеров, которым мало что осталось, кроме подсчета понесенного ущерба. Я засеял 5 акров рисовых чек, потратил почти 1 лакх рупий, около $1500. 2 дня лил дождь, мы не могли собирать урожай, почти все погибло. Теперь вот пытаемся понять, можно ли еще хоть что-то спасти. Я взял ссуду, а как ее отдавать, ума не приложу. За последнее время Питай уже 3-й циклон, от которого страдают прибрежные районы. В ноябре циклон Гаджа разрушил 100 тысяч домов и унес 45 жизней. Титли натворил бед в октябре. Тогда в штатах Одиша и Андхра-Прадеш погибли более 50 человек. Тем временем берлинская полиция обыскала мечеть на западе города. Власти подозревают имама в сборе средств для финансирования экстремистской деятельности. Подробности в репортаже Рейтер. Рано утром во вторник сотрудники берлинской полиции нанесли визит имаму мечети Ас-Сахаба в районе Вединг в западной части города. 45-летний проповедник, которого его сторонники называют Абул-Бараа, подозревается в переводе пожертвований некоему боевику-джихадисту в Сирии для совершения преступных деяний. Во время обыска изъяты компьютеры, карты памяти и смартфоны, сообщил представитель управления полиции Берлина Карстен Мюллер. Рейды проводятся по нескольким адресам, в том числе в мечети в районе Вединг. Это делается в рамках расследования дела о финансировании террористической деятельности, возбужденного прокуратурой. Обыски еще не завершены. Следствию предстоит проанализировать изъятые носители информации и другие улики. По данным берлинской прессы, в операции принимали участие около 100 полицейских. Адреса квартир и других объектов, подвергшихся обыскам, не сообщаются. Ас-Сахаба, наряду с мечетями Ибрахим Аль-Халил и Аль-Нур в районах Темпельхоф и Нойкёльн, находятся под постоянным наблюдением органов по защите Конституции. Они известны как места встреч радикальных салафитов, выступающих за чистоту веры. На этом пока все. Берегите себя.